Если человек живет в ослушании Аллаха и в грехе, то согласно хадису от Тамима аль-Дари, ангел явится к нему в одной из самых ужасных форм. И такова будет участь грешников, неверных, лицемеров. Ангел явится к ним в самой ужасной форме. Как говорит имам Куртуби, ангел смерти настолько ужасный и настолько жуткий, что все ангелы в небесах боятся его больше, чем любой из вас боится дикого льва. А когда ангел смерти явится грешнику, неверному, лицемеру или тирану, то он предстанет перед ним таким образом, что его ноги будут на земле, а голова будет выше облаков. У него будет 12 глаз, а лицо его будет черным. Языки пламени будут вырываться у него изо рта и из носа. В руках он будет держать раздвоенный огненный железный прут. За его спиной будут стоять 500 ангелов с огненными прутьями и раскаленными углями. И когда они придут к грешнику, неверному, лицемеру или тирану, они не обратятся к нему со словами «Ассаляму алейкум». Ангел смерти ударит его своим железным прутом. И когда этот прут войдет в тело человека, он коснется каждой вены, каждого сустава. Согласно хадису, переданному от Абдуллы, да будет доволен им Аллах, когда этот железный прут проникает в тело человека и дойдет до его сердца, человек потеряет рассудок, он станет невменяемым. Затем ангел смерти начнет крутить свой прут, так что вены оторвутся от сердца человека. После этого ангел смерти начнет вытаскивать душу человека из его тела, вытягивая ее сначала от ступней до лодыжек. И тогда тело человека будет пытаться пойти на различные уловки, а душа будет пытаться вернуться обратно. В этот момент явятся 500 ангелов с огненными прутьями и раскаленными углями и будут наносить удары по телу человека. Затем ангел смерти примется вытягивать душу уже от ступней до колен. И вновь тело и душа будут противиться этому. И 500 ангелов, вооруженных огненными прутьями, будут наносить удары по телу человека. После этого ангел смерти будет вытягивать душу человека от колен до талии. И тело с душой снова будут сопротивляться. И ангелы вновь будут наносить по ним удары. Затем ангел смерти возьмется за душу от талии до груди. И тело, находясь в обморочном состоянии, будет пытаться сопротивляться, а 500 ангелов будут вновь бить его. После чего ангел смерти примется за часть души от груди до ключиц. И вновь по телу, противящемуся этому, будут нанесены удары 500 ангелов. Затем ангел смерти приложит свой огненный прут к шее человека и обратится к нему со словами: «Ступай в огонь ада, туда, где бушуют палящие ветра, где напитком твоим будет бурлящая вода, а тенью твоей станет черный дым, туда, где нет прохлады, где нет ничего приятного, и душа человека будет окончательно выдернута из тела». И что же произойдет, когда душа покинет тело? Душа и тело человека начнут драться, а армия Иблиса начнет праздновать. Они будут праздновать. Будет принесен саван из адского огня, и человека обернут в этот грубый саван из адского огня.
явятся ангелы с небес и начнут поднимать тело человека на небеса. И в этот момент все места и улицы, как бы они ни назывались, в которых человек совершал свои грехи, возьмут слово. И произнесут они следующие слова: «С катертью дорога, как хорошо, что мы избавились от этой отвратительной души». Ангелы возьмут этого человека и перенесут его на первое небо. И по пути они будут называть его самыми оскорбительными именами, которые он когда-либо слышал в этом мире. Когда они достигнут первого неба, ангелы спросят: «Чья это грязная, отвратительная душа, от которой исходит зловоние?» И другие ангелы ответят им: «Это сын такого-то». А теперь, что касается неверующих, то в отношении них посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, привел аят из Корана: «Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко». Разве когда-нибудь верблюду удастся пройти сквозь игольное ушко? Никогда. Затем раздастся голос с небес, и будет сказано: «Внесите его имя в список тех, кто отправится в ад». И тело человека будет брошено вниз, ибо наступит время могилы. فتيات اليوم كفاك تركاضا خلف سرابي عودي نحو الإسلام